нами открывается панорама левого берега Дона, где находится христианский лагерь «Солнце правды», которым руководителем является Березин Николай. Сейчас приплывут за нами, мы переправимся на ту сторону к нашим друзьям. Это вот наши дети. Люда, иди сюда. Красиво. Лес там. С той стороны водичка теплая. Тут детишки ждут лодку с той стороны. Сейчас переправимся на ту сторону. Снимем поближе все это дело. Эльгара забыли. Эльгар, скорей сюда, скорей. Будешь на камере, Эльгар. А ну перестаньте, труба обломится, дети. Это огород Василия Михайловича. Да. Нет, мы Эльгара привели. Привели Эльгара. Христианский детский лагерь «Солнце правды», 93. Это «Солнце правды». Андрей Рудич, шеф-повар. Вот остальные помощники. Сейчас у них завтрак будет. Костер горит, печь. Да, рассказывай. Погода прекрасная, солнышко светит. Да, я рассказываю без этих кирпичей. То есть переворачивалась туда-сюда. Идет у них служение, утренняя молитва. Снимай на память. Да? Кушать все хотят? Да! Отлично. Значит,
Эта кассета на память Саши пойдет туда, так что можете сказать Город ему, Портленд, штат. можете ему сказать слова. Господь благословит. Как тут благословлял, так там еще более отдельно. Благодарю. Я стану служить. Вы знакомы давно, да? Да, христианская церковь, Это мой наставник. Когда я пришла из мира, ты в поддержке. Слава Господу. Ваши дети есть в лагере здесь, да? Да, наши родители. Сколько всего? 8 детей у нас. И все здесь? Слава Богу. Этот лагерь города Шахт. Здесь и христианские дети, и такие, да? Да, с воскресной школы. Воскресной Верующих родителей. И отдых, и воспитание детей, все вместе. А куда? А куда? Никуда. Это распорядок дня детей. Давай. Это палатки. Шестая палатка, вера, надежда, любовь. Следующая палатка. Дети Христа. Дети Христа. В каждой палатке есть свое название, свой текст. Иисус любит тебя. Палатка номер 8. Следующая палатка номер 9. Номер 9. Палатка рай. Я думаю, дети сами попридумали. Да? Наверное. Ну, это что-то нет. Это без названия, это кто-то, видно, взрослый живет. Ну, все-таки, наверное, на десяток, потому что это 11. 11 палатка, Ангел-хранитель. ангел-хранитель. Купаться сейчас будет. Так, давай играть. Христианское солнышко. 12 Ой, палатка. ты. Это дядь Сашин. Дядь Колин. То есть дядь Колин. Я правильно, Пушкин. Эльгар. Виталий. Это дядя Колина. Дядя Коля, да? Березин, 12. Четырнадцатая. Это для сбора детей. Коля. Я маму видел. Это же хозяева. Каждый свое название. Мы так зашли, мы так увидели. Палатка благословения. Это костры. Где Временный продуктов, погреб. да, временный погреб. Сами выкопали вот. Ну, там прохладненько. Да, внизу Вот, водичка. да. С дона подступает. Ага, ну, для прохлады. Натуральная, Да. Для прохлады. А это вон картошка, вон она стоит. Саня, тебе тоже? Запасы продуктов. Да, хлебушек Саша берет и нам в пекарне прямо горяченький, мы его едим. Ну а сейчас хотят начальники этого цеха горячего Ну, прям-то начальники. сказать слово для Березиных. Да, Березиным передаем привет. Вот. И сомневаемся, помнят они нас или нет. Хотим знать, забыли они или помнят. Я все время об этом беспокоюсь. Я думаю, что помню. Да? Я тоже так думаю. Ну, кто его знает. Хочется ж слышать, правда, Сань? Хорошо, когда Ну знаешь, да. но еще подтверждение. Это хорошо. Хотим, чтобы помнили.
Да, мы хотим, чтобы помнили. Ну, хотим, чтобы О нас них, в гости о них помнят, да? Хотим, чтобы нас в гости пригласили. Мы о них помним, конечно, о чем Ну да. разговор. Ждем, что нас в гости пригласят. Сейчас же очень дорого. Ничего, мы будем деньги собирать. Они пусть готовятся, а будем собирать деньги. Знаем, что дорого, все дорого. Вот это они здесь варят. Да, таких лагерей раньше не было. Да? На Да. данном Березины такого не помнят лагеря. Так же? Это цивилизация в нашу страну пришла. Цивилизация в виде копченой кастрюли. Ну ничего. Ну это же хорошо. Так-то на свежем воздухе. Все Да. настоящее. Да. Все натурально, да. Кастрюля копченая. Им, наверное, тоже хочется вот так вот. Да, мы тоже уже разговаривали, что они глянут, у них сердце должно ёкнуть. Как же ж наше родное, мы б там тоже побыли, хоть бы пару денечков в этом лагере. Возле этой копченой кастрюли, возле Такой этой... же, как это, как Да, я, да, чумазый, да. небритый. Без Саша цивилизации, да? тоже будет вспоминать. Пройдет время Конечно, будем И- пленку прокручивать и будем и вспоминать. скучать будет. За Доном. Думаю. Ну, наши... Ну, эти чувства, наверное, никто не лишен этих Ну, чувств. конечно, Да. твои родственники, конечно, там. Наш Юра уже 2 года, 3-й вот то скучает. Не привык. Так что кто его знает, это от человека, наверное, зависит. Или... Да вообще вряд ли русские привыкают. Они какие-то интересные. Да, земля, где родился, конечно, это в памяти остается на всю жизнь. Да, а это вот. Сеня, ты ж хорошо, что тебя снимают, он в Америку повезут. Там же это, да, там же Рома поехал, Горлачев, да. Он же всегда Ксюшу, как же, Ксюша, да. Цыпленок. Порядок, дисциплина. Детки вот так вот кушают. Программа у них своя. Вот как раз я маленький. Ложки кто разрешал? Положили все ложки. Все положили ложки, а? Все. Все, руки убрали со стола. Все, я разберусь, где лишнее, где чего. Все сидят? Все, ложечку положили. А почему вы командуете? Я как-то. Класс шаги. Класс. Все, тишина? Леша, садись. Так, у всех все есть? Так, сюда идите. Людочка, иди. Костыл. Ну, иди туда, к столу. Да? Не будешь кушать? Так, молимся когда? Леша, вот это, Рома Мусенко. Приятного аппетита. Коля, ну чё? Снимаем туда. Венька посмотрит. В камеру посмотри. Да он только умылся, значит, у нас в таком виде, конечно, не ходит. Он пошел умыться. Вчера ты бухарил, да? Ну хорошо, обмывайся туда. Ну что я могу сказать? Ну, расположение такое у нас. Стол находок, вот то расписание, которое мы, конечно, немножко нарушаем. Ну что, я не могу так. Ну, наконец-то мы
поймали, вернее, начальника этого городка. И сейчас мы сами так немножко объясняли, как это. Но, наверное, более всего объяснит он. Как вы сюда приехали, как организовали, кто вам помог. Я думаю, будет интересно родителям твоим слышать с первых уст. Да, мы собирались уже давно, ну так, чтобы вещи какие-то, ну да, даже с прошлого года. Вот взять вот этот мегафон, вот. Я его год искал, просил родителей прислать мне эту штучку. Вот. Но потом в декабре, в среду помолились, мы в воскресенье его купили. Значит, я думаю, лагерь должен быть. Вот. И так вот постепенно. Вот. Там моя сестренка Надечка побеспокоилась, кое-что прислала. Вот. И другие тоже оттуда. Я вам благодарен. Родители мои, папа, мама. Вот. Здесь друзья, церковь. Ну, все, каждый понемножку. Вот. Саша. Прошлый год они нас выручали здесь. И друзья, которые здесь в Николаевске живут, тоже. Плакат написал брат, художник такой. В этом году только крещение водное принял, уверовал. Конечно, мы всегда волнуемся, когда какое-то мероприятие, потому что была такая непогода, что даже я поколебался. Все лето дожди идут. Все лето дожди идут, а день уже назначен, уже зараньше был назначен, что 17-го мы будем выезжать. Вот. Ну, потом даже настолько, я думал, до конца буду терпеть, уже до самого последнего. Ну, смотрю, на меня наседают, уже кто-то там говорят, что погода нехорошая, надо срочно менять это. И уже дня за два мы решили отложить. Дети, конечно, не сомневаясь, они только поедем. А я ему говорю, да нет, уже все, мы решили не ехать. И уже объявили всем. А потом я приехал в молитвенный дом на место встречи. Думаю, вдруг кто-то подъедет, чтобы объявить им, что лагерь переносит. А там приехали из неверующих семей. Они еле-еле выпросили. А погода была уже хорошая. Вот, и пришлось за один день все это организовывать. Я даже вышел с молитвенного дома, и надо было идти до Саши Левченко, чтобы он помог там машиной повозить там нас где. Думаю, вот бы велосипед бы мне, думаю, 40 минут идти пешком. Смотрю, сестра выезжает на велосипеде тут же. Я сажусь на этот велосипед и к нему. Думаю, вдруг его дома нет, он сейчас занятый постоянно. Вот прихожу, машина стоит, но разобранная. Думаю, все, так, другая машина там еще стоит. Он выходит, все, говорит, сейчас едем. Вот, приезжаем там, где водитель автобуса, Икарус, мощный такой автобус, который бы нам как раз и нужен был. Приходим, никого дома, сын выходит, а родителей нету. Говорит, папа уехал. А говорит, ну потом подъедем. Ну а как объявлять, вдруг не договоримся. Выезжаем над универмагом, смотрим, идет автобус. Саша говорит, вот бы Мише такой автобус, то есть водителю этому. Потом смотрит, точно Миша едет. Останавливает, Миша как? Да, я свободен, говорит. Ну, договариваемся, и вот за один день объездили всех. И в один день Да, все это. причем 16 числа в пятницу вечером Коля приехал ко мне сюда в Николаевск на рейсовом автобусе. Вечером поздно садимся на мою машину, едем в шахту. И вот за ночь, за день, за это, значит, и в 3 часа дня уже... Да, я этот момент... все это мигом, за каких-то... Я этот момент, вот как раз именно... Если бы я не приехал в Николаевск, я бы не знал бы здесь обстановки. Вот я к Саше приехал. Тут с лесником договорились, он ничего не против. В общем, Бог благословил во всем. Скажи, Коля, Недостатков, конечно, уйма, так? Поначалу в основном с питанием, пока мы это настроили, эту печку, потом один повар исключительный приехал, Андрей, так? Вот. Проблем было очень много, так? Ну и до сих пор, видите, порядок мы такой не можем навести. скажи, как ты видишь, есть успех в воспитании детей? Полезно это дело или... Я считаю, очень полезно, да? Очень полезно.
Сказать, чтобы все исключительно идет гладко, там все, не, проблем много. Так, и ссорятся дети, и мирятся по-разному. И мы, бывает, себя выходим так, что не потом каемся. Совершенства нету такого, очень чувствуешь это. Вот. Ну а так, Можно базу посмотреть? да, с краешку вот здесь вы посмотрите, вот здесь, да. Ну А хорошо. сколько человек в лагере? Меня можно? Всего. Всего, значит, 70 с лишним. Вместе со взрослыми, с детьми, которые дети приходят сюда, потому что ваших 4 человека, да? Ну да, ну Вот, наши ездят. где-то Ну, человек вот, 15, наверное, есть. да, человек 10 к нам детей приходят днем, которые с нами отдыхают, также по нашей программе занимаются. Так. Среди вас есть и неверующих родителей и дети, Да, да? вот именно наша даже цель была, чтобы они ближе познакомились, чтобы посмотрели, когда Господь отвечает на молитвы, когда мы молимся. Ну и как они воспринимают это? Так хорошо, может даже с ними поговорить, так? Как они воспринимают. Можно будет подойти, спросить. Хорошо. Пусть Бог благословит Да. ваше дело хорошее. Это правый берег Дона. С той стороны. Вон он, домик. Вон, беленький, покрашенный белым. И синие ставни. Это Зоя там жила, родилась там. Там у нас брак был. Вот. Маша, изделие. Пошли. Будете вспоминать, А? как по этой лесенке к Дону спускались, купались здесь, Василия Михайловича. рыбку ловили. Если купаться. Дядя Коля им разрешил. Ну, заправляются на эту сторону. На лодке. Я понял. Саша работает веслами. На веслах. Воспоминания останутся. Как с Толиком Кузнецовым плыли на лодке. С Сашей. С Леней. Это Гончаров, лисицы. Да. Там штуки 4 их. Ну, мне, по-моему, наверное, 3 осталось. У меня 4 я видел. Да, 4. Они их маленькими поймали, да? Маленькие. В норке выкопали. И вырастили дома, да? Теперь от плитки выращивают, да. Так они еще молодые, да? Молодые, лисят. Это в этом году они, да? Да, это года. Весенний. А что у них хвосты тонкие? Ну, кто его знает. Наверное, они еще не набрали на себе мех. Ну, жарко, да. Ну вот так, это хозяйство. Уже когда они облиняют, Вот этот домик, где выросли гончары, семья гончаров. любого Адамовна. Любого Адама. Да, это Зоин дом. Сейчас кто где, кто в Батайске, кто в Вислах, кто будет в Америке. Ну, а общее гнездо было здесь, откуда они все разъехались. Да. А на этом месте у нас был брак. Палатка была вот здесь перед крыльцом, здесь вот на этой площадке. Сейчас все заросло, память пока осталась. Эрнест уехал в Германию. Сейчас здесь живет дедушка Михаил Иванович, бабушка Настя. В этой вот в маленькой хотенке. А здесь поселился в большом доме Вася, Гончар, молодой. Мы снимаем на память о вас. Бабушка,
Где? Подожди, я бы я искал баб. А, мы сначала с вами. Да. Вы не хотите родителям моим привет передать? А то вот эта вот штука перенесет туда ваш привет. Да? Да. Ну, хорошо. Передаю привет. Так, надо кстати, баб. Вот она, бабушка. Иди сюда. Бабушка, Вот снимают нас. на фотокамеру, кинокамеру снимает? Иди сюда, выходите. Ну, выходи тут все. Бабушка, на память. Ну, что ты так не будь так? Поклади вот это все. А то я голова тако буду. Голова тако буду. Слухайте, може тут такого стоїть? Нормально. Ну, бабушка сказала 83 года, а дедушке сколько? Да, 83 года так же. Тоже, да? 10-го бою. Привет, привет отцу, матери, всем везде Березине, потому что так только из них Березине я знаю. Вот это все. Всем привет от нас. Я боса. Мы все живы, но плохие. Здоровье плохое. Очень даже плохое. Болеем. Цить. Вот так і роблю. Такое так и будет, да. Ну, вы же уже возраст свой Да. даете. Вот это, да, большой, да. Растённый. Да. Ну, что ж. И так, слава Богу, что мы до сих пор живем. Это большая благодарность Господу, что Бог нам дал такую длинную на нашу жизнь. Вот, что мы живем. И все передаем привет. Цить. Говориш. Все передаем привет. Да, в 90 годы, да. Ну, бабушка может передать привет тоже. Передаем. Передаю привет всем сватам и детям. Да, всем привет, да. Пока мы все живы. Вот скоро, наверное, уже будем отходить. Вот так. Ну все. Ну все, теперь мы находимся во дворе Василия Михайловича Гончар. Его супруга, Его синиша. семья его. Да, что ты стесняйся, молодой человек. Это будет память Березину в Америке. Будет смотреть эти кадры, будет плакать, скучать. Кто? Березин. Да, ходи. Едва и, наверное, чтобы он плакал. Ты же слушай, это не дыши. Обними, это другое дело. Да, а он за шею берет. Женя, я не подумал на тебя-то. Ну, Василий Михайлович, скажите ему. Или свата. Это же вы не сваты, не? Ну как же, ну хоть тоже Ну есть. как, племянница же, ну Зоя, да. племянница. Я, Привет. конечно, желаю счастья, желаю добрых лет жизни, хорошо прожить там, но не забывать и нас. Вот. Еще основное также не забывать и Господа, вот, служить Господу, ходить в страхе, передать привет родителям, всем родственникам его, Вы всем, сами всем лично можете Ты даже передать. прямо говоришь, что братьям и передаю, сестрам. Да. передаю А. привет, прямо говори. Да, Передаю да, привет да, говорит. сватам, значит, брату Коле и Сестра сестре, Клава. и сестра Клава, и всем ее деткам. Паша говорит, когда, говорит, будет хорошо тебе, вспомни обо мне. Да, тоже надо, да. Хочу передать привет Дусе, хотя она нас забыла, не стала Ты на писать. нее нас посмотри. Почему она, да я не хочу, зубы не отдел, понимаешь? Подожди, подожди. Теперь вы можете сказать. Брату Коле сердечный привет. Вот, брату, сестре Клаве, всей их семье ихней. Вот. Значит, что, Вот. желаю вам хорошего здоровья, силы, мужества, не забывайте за нас. Вот, вспоминайте, пишите нам, вот, звоните нам, передавайте привет нам. И мы вам привет передаем огромный. Вот. Так, ну что еще, я не знаю. Посылки пусть шлют. Да, пусть Нет. посылки шлют, если по возможности. Знает, что мы здесь в России нуждаемся всем. Вот. Да. О, теперь уже. Без зубами. Ну что, привет также Дусе передавайте.
Вот, ты говорила, нет? Нет. Что-то она забыла за нас. Дала вызов, и с тех пор больше мы писем не получали. Рядом получают соседи, а мы не получаем. Почему, по какой причине, мы не знаем. Либо, может, какая обида, не знаем. Но привет ей передавать. Пусть пишет, мы прощаем ей, пусть она нам прощает, чем не так. Все можно больше. Весело. А? Весело? Что может быть? Ну что, Это- вот будем, скоро пойдем свататься за этого, да. Василька будем женить. Какие надо? Вот. Пускай приезжает прямо на брак. Это уже какой сын у вас женится? Это уже 7-й. А еще сколько неженатых? О, еще не женатых 8. Сыновей? Да, ну, 3 девки еще остаются Три- и пять. 5 сынов. А сколько всего детей? А 15, всего 15. А вот 7-го будем женить. Вот в воскресенье поедем свататься уже по Тыкиным. Вот. Так что, значит, девочка хорошая. Вот. Будем свататься, будем брак делать. Вот. Так что это уже будет 8-й сын будет жениться. Будет определен, да, 8-й сын у нас. В Израиле живет Виктор. Так что, Ну хорошо, приветы передали. Папа, да, Лехе, Паше привет. Лехе, Паше. Ну, сестре, всем привет, кстати, дают. Всем нашим россиянам. Илюхе. Россиянам всем нашим. Как Илья. А будет скучно, пусть приезжает. А пусть, да, пусть приезжает, проведает нас, посмотрит, как мы тут живем. Вот, пускай. Ну все так. Если Я не знаю. Колодец, переходит. потомство. Бог благословил, как Авраама. Да, 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 да. И, Кстати, и сказать, дети. что Во дворе колодец, 15 Да. детей, вот, все есть, 2 тютины, он, И- пожалуйста, сорвите тютину ешьте. И в стойлах скот, даже лисицы и те есть. Да, да, да. А вы Сняли. Я снял. Правильно? Ну, Это дом. и кролы есть у нас, и козы есть, все у нас. Всё в есть. дворе. Коровы, свиньи. Все, что живое в селе есть, в этом дворе есть. Снимали. Вот это с улицы дом Василия Михайловича. Семья, ферма его, трактора. Все его богатство. А это дом сына Андрея. Строится, вот, вы все знаете его, Андрей это. Вот. Это строится Андрей. Вот. Это огороды. Женился, живет 2-й год. Это огороды. Раньше здесь огородов не было. Да-да, Сейчас огороды. все заросшее бурьяном. Да? Да, я снял. Ну вот и, пожалуй, все. Пойдем еще в ту сторону. Может над Доном там. Это Вот так помидор. Горе видно, да, или не будет? видно, все видно. Сюда, ближе все, а? Хорошо, проходи сюда. Прямо иди, да и все. Иди смело, там ее нам уже не нужна. Иди, проходи нас прямо. Все видно, и помидоры видно, и капуста. Проходи нас все. Красные помидоры краснеют. Вот, уже начинают буреть, вот смотрите. О, ой, какие помидоры красные. О. Свои, Свои, конечно. Уже натуральные. Сами выращиваем, дождались. сами. Раньше мы их выращивали уже давно, они у нас были. Балаган у нас, в этом году мы не накрывали, поэтому поздние помидоры. Да. А то бы уже они сходили бы. Сейчас только начинается. Ну, капусты у нас было много, это уже заросла травой лишь потому, что ее уже аннулировали. Уже нету ее. Продали, ранее. Продали, это осталось Ранее позднее. срезали, все, оптом продали. Вот. А осталось позднее. Вот. Настоящий фермер. В Америке Это у нас кран
весной поднимаем лодку на берег, дрова плывут в воду, но когда много воды, в этом году весна, много было воды. Плуть, палки большие, мы их поднимаем на берег, потом режем и топим. Ты все объясняешь. Да. А оно все записывается, да? Да. Ну, иногда детвора катается на нем, вот смотри, как катается. Вот. А так дети катаются, развлекаются на этом кране. Вон, грушу скоро уже собьют. Увлекаются. Вот. А это, Все уже, наверное, записали, да? это с лагеря дети видно. Да, это все с лагеря Кахтинские. Кахтинские молодежь видно, как сказать. Дети. А их будет видно, нету, да? А мы были там, да, и видно отсюда. Да? Вот, так, а это вот рыбаки там рыбалят у нас. Ловят рыбу на кольцо, на кольцовку. Вот, а это сено возит. С той стороны косит и лодками возит домой. Вытягивает. Соседи. А будет видно стена? Видно все. А вот смотри, на лодке кто-то поехал. Вот, видно, нет? Это наша лодка поплыла. Да, на руках Сергея. Это так и называется Дусин Сергей. Сергей Дусин. Вот если она увидит эту пленку, то пусть, значит, посмотрит на Дусину Сергея, какой он уже здоровый вырос. А Вот. где Дуся живет, в каком городе? Да я тоже не знаю, в каком городе. Там где-то в Америке, я не знаю где. Как, Вася? Не знаю я тоже. Она вроде в доме престарелых где-то там. Да находится. не престарелых, это неправда говорит. Как неправда? Говорили Неправда. так. В доме престарелых. Тоже Дуся А вот Русланчик, знает, Андрей. Русланчик, то есть жена у них тогда, знает, что это последний Руслан. Михаил Дуся знает, что уже видите, какой большущий вырос Руслан последний. Вот. Это же то есть я его в Ростове рожала, и у нее там мы были неделю, не знаю, когда мы с ним побыли. Это Руслан уже здоровый вырос такой. Она же... Дом мы снимал, он или нет? Да. Да. Ушла. Марина Хоронина, ты что ты прям? Есть, я уже. Все, уже засняли. Стоит. Ну, вначале с главой семьи закончим главой семьи. Да? Да. Его семейство. Вот, следующий дом Михаила Костенко. А это Александр Ермаков идет. Здравствуйте. Здорово. Что на память? Что, собрался здесь, что? Да. А? Да. А на кого кто нас представляет? Вон Татьяна идет. Это Леня. Ну иди поближе, иди поближе. Так и когда ты уже? Да. Это вот Михаил Костенко и его семейство. Снимаем на память от старой станицы. Тебе? Да. Ну и думаем заодно и твой родственник Раисын Петро. Посмотрите эту Будет пленку. рад, конечно. Ну Ты пройди. Не Да, желаешь ему проходи. передать привет? А? Привет передать не желаешь? Обязательно. Обязательно. Так передавай. Она записывает. Записывай. Да он это, вчера Раиса письмо получила от тещи. А. Ну, от тещи, от сестер. Ну и говорит, что
должен приехать Димаш. Ну, даже мы, я думаю, он еще может просмотреть это. Прислала сеструха вроде письмо, написала, что он фотоаппарат вышел, что там на память. Что... Ну заходили. Можно... Дома Да. Михаил строит для своей семьи. Сам. Да. Жена подсобник, как он сказал. И вдвоем строят. Это домик, в котором они живут. Да, он Детки ихние. Землянка. Как вас зовут? А ну-ка называйте по очереди. Как тебя звать? Люба. А мальчика как зовут? Вася. А эту девочку как? Леночка. Вот. А там еще кто-то есть? А, еще мальчик один. Как зовут? Саша. Молодцы. А маму как звать? Знаете, как маму зовут? Вашу. Маму вашу как звать? А? Валя, да? Мама Рая. Рая. Правильно. Сашка, як маму звуть? Мама. А ти чий? Мама на работе. Мамі? Маме. Правильно. 12 часов придет только на обед, вернее. Жена Михаила, Раиса, сама сделала. Внутрі. Сейчас мы и внутри снимем. Надевайте халат. Она строитель, видно, у тебя, да? Вот все сама сделала. Это бабушка Фикола Костенко. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. А кто это такие? А вы что, не угадываете, что ли? Нет. Ты знаешь, я уже не вижу. Да? И плохо слышите. И плохо слышу. А сколько ж вам лет? Вот тебе. Уже ты 100. Под 100? Ты 100. Ну, а точнее. А? С 3-го года я. Сколько это? Третьего? Да. Ну, значит, 91 идет. Во, я ж тебе Ну, кажу. до я- сотни еще знаете, сколько проживете? О, воды много утечет. Ну, здоровье еще ничего, бабушка. Ну, своими ногами ходить. Ще поле город. Огород полить? Да. Тачку таскаете, А? лопатой копаете, уголь кидаете. О, ні, це вже не можу копати. Уже не можете. Ні, це я ще руками, ще в руках, а ноги вже, Труситься, да? вже трусяться. А хто це такий, я не знаю. Перший раз я вижу, да? Нет, не первый раз. А как же я? А Я ближе подойдите, поглядите. Вижу. Хто ж ти такий? Це не брат твій? Брат, Да? Общий. а? Брат во Христе. Во Христе. Да. Ну, я, слава Богу, що ми брати. Слава Вы не Богу. хотите Березиным привет передать? Скажите, передаю привет Березиным Николаю Стефановичу и Клавдии Гавриловне. Хочете так сказать, нет? Ага. Привет хочете передать? Кому? Моим родителям. А ти що в'їжджаєш уже? Вот записывают вас. Вы сколько говорите, все ваши действия записаны на пленку и туда поедут. Ой, та кого ж ти, на кого ж ти вже мене лишиш? Я вже до кого притулюся? Бабушка, пленка та, которая здесь заряжена, она будет там прокручена. Поглянь, Да. Ты Вы же привет мне- передаете, нет? передаю привіт Вот хорошо, там слышать все. сестрам, братьям, які во Христі. Всім привіт. Вот, хорошо. Всім привіт. Бо я їх люблю і любити буду Да. до смерті. Желаем вам здоровья и до 100 лет дожить. О, мама моя, я не хочу вже. Почему? Хочу помирати. Мгм. Ну, сколько Бог назначил. Поки Бог назначив. Надо готовиться. Да. Надо готовиться к отшествию. Да. А вже на собрании уже не слышу. Койте, хто? Громко говорит, тогда слышите. Брат Сергей читає, я все слышу. Ще ти. А вже
это Миша Михаил, Захаров. Захару. И Володя, да? Макаров. То-то-то, и я их не слышу. Да. Ну что сделаешь? Ну ты, брат, что, приехал на машине? Ты на чем ты приехал? На машине На приехал, машине. да. Специально для того, чтобы снять вас на пленку и остальных. Мама моя, куда ни зубов, ни глаз. Ну так написано. А В нема, 12 главе это Соломон пишет. нема уже. Я уже не вижу, как тумани. Человек читал это его Слово Божие, у Михаила собрание Ну было. да. Вижу, что маняк человек, Сашка, а лицо его не знаю, хто що. Тихо. Ти думала, що то ти, коли ти підходиш і сідаєш отут, то це не ти. Ну да. О. Ну, всем Люка, привет, встань, братьям, трошки постель. сестрам, всем привет. И Михалыч Ермаков, и его супруга Страклава. Вот. Это я на память хочу себе, родителям буду смотреть, вспоминать. И мы смотреть будем кадры. Так что, прямо тут, что ли, на солнце? Ну какая разница? Вы можете передать привет, пожелания. Отцу, если хотите, привет можете передать. Да, ага, пожалуйста, привет. А я слыхала, что это вы скоро уезжаете уже. Да, в августе месяце. Ну так что, все что ли? Так можно? Можно и так. Вы уже давно там, на пленке. Правда, Да. есть? Да. Когда? Вот сейчас, вот как вы выходили, уже вас сняли. Ну так ты это делаешь, а? Они вас живыми будут смотреть. Вот как вы разговариваете, как вы ходите, все, они здесь все снимают. Да? Да. Ваш разговор. Как в телевизоре. Правда? Ну и теперь вот домик их. Это мы сюда вот купили, перешли осенью, да? И это сразу Арики выбирали. Арепи выбирали, а Ира маленькая была. Вот меньше того. А это Толика Захарова. Тесть. Они же в Америке. Ну это что тоже. Пленка туда же будет. Ну, он нас фотографировал во дворе там. Ага. Ну все. Ну хорошо. Лесник был. Это владение Петра Гончара. Да. Их дома нет, поэтому. Тут 5 соток огород. Когда-то строил Саша, строил. Жена помогала. Подсобником была, да? Конечно. Во всем. Сейчас будете смотреть через время, вспоминать. Кто-то поет. А там он другой участок, 35 соток. Всего 60 соток. Усадьба была. Это Михаил Захаров и его фермерское хозяйство. Да. Погода очень теплая, хорошая. Это дядя Миша живет в парке? Да, дядя Миша. Зоя! Зоя! Не слышишь?
Саша, с собой возьмешь? Да не, оставлю новым хозяевам. Хороший собака, хороший, умный. Хочется, да? Конечно. Ну, испытанная техника, броневик и грузовик. Вот на ней я и построил. Хорошая машина. Привет. Встретимся на небесах. Ну, может, здесь. Ну, может, и здесь. Может, в Америке. Но это наша не вся семья, еще дома. Да, двое и мама третья. Да, у него двойняшки родились. Так что всем привет. И он всем по секрету, всему свету объявил. Ну, сказал, смотрите, никому не говорите. Да, и письма передадим Саше. Там собрали письма, передадим. Ну, счастливо. С Богом. Подходи сюда. Туда, дальше. Да зачем тебе не надо? Не надо. Она же не стреляет, не бойся. Не надо, не хочу. Видишь как, обслуживаем элеватор. Пожалуйста, привези прямо все вот людям на работу. Пусть Все берут. правильно. Почти как в Америке. Прямо с предприятия, видишь? Это платье. Пусть приедет он в этом. В декабре или когда зимой должен приехать. Привет хоть передайте. Ну, конечно, надо передать. Саше же давай. Ты передаешь живой человек. А это все мертвые? Это мертвый. Он вот эти все твои жесты. Ай, пусть слышит. Да, ему надо об этом. Ну, письма передадим, а привет ты можешь сама передать. Скажи, Петя, передай тебе привет. Благодарю тебя за посылку. А, точно, за посылку-то благодарю. И еще надо присылать больше. Нет, хватит, хватит. Дома это с детворой. Новое здание охраны. Лессировка. Пошли сейчас. Ну что ты боишься, в Америку кадр попадет? Не дал. Не надо. Телевизор, да? Это хорошо будет. На канал? Как, работы много. Жарко, тяжело, да? Уборка началась. А вы голову поднимите, посмотрите. Это так работаем, что и голову некогда поднять. Отвлекаем от работы. Так усердно работаем, что и голову некогда девчатам поднять. Ну, ты вовсе сидишь в чайниках вся. Видно, что ты не работаешь. Чайник пьешь. Чайник хорошие. Это Оля Алексеевич. Получается, нет? Привет, подруга, не хочешь передать? Какие? Ты, которые остались. О, конечно. Людочки, Лены, всем-всем. Любы. Хоть бы письмо написали. Как вы там? Спроси, колбаса есть у них? Как? Не страдают. Очереди у нас. Да, они же не напишут, наверное. Но все-таки я буду ждать письма. Особенно от Люды. Как она там? Иди с мамой. Иди стань с мамой. Это Татьяна Комарова, это вот ее сын Петя. Все-таки на камеру.
Это лаборатория, где они работают. Сейчас уборка. Машина Саши, на которой он работал, деньги зарабатывал, кормил семью. Ну что, Саш, бери с собой, там такой нет. На память оставь. Усков Валерий. Степанович. Подвигаться, да? Как умеешь. Ну ладно. Так, клоун. Бессовестный. Ты бы нам на прощание новый стул оставил. Толя, Не хочешь? Смотря куда попадешь, а то сразу прямо там увидел. Саш, Березик, ты нам на прощание хоть бы новый стул выпросил. Да. Стул. Охране, да. А то мы нечаянно возьмем... А сигаретку нельзя закуривать, да? Давай сигаретку закурим. Ты хоть увидишь, что я курю там. Можно, да? Ты когда поедешь? Да скоро. Да, да, он пусть это и заснимет. Да нет, не надо. Это с работы люди идут. Ну да, это на обед. Здесь пробу берут на экспертизу в лаборатории. Работают верующие сестры. Вон там в окошке. Видно. Или с зерном. Хлеб – великое богатство Родины. Старший мастер приемного предприятия Николаевского. Так и записывайте. Обязательно. Желает твой президент. Ну что, привет в Америку родителям Саши Березина, брату Николаю, сестре Клавдии. Передаю. Живите здорово. Сами поддерживайте, чтобы он там не отмещал в Золотой Америке. Письма пишите иногда. Я хоть и противник этой эмиграции, но зла никому не желаю. Пожалуйста. Скажу с вами. А Вася чернобылец.